Так, ассаламу алейкум, хайырлы кеш, добрый вечер, дорогие друзья, кадірлі достар. Бүгін мен Татпалит каналында бірінші тапқыр жанлы туры эфирға шығамын. Шуңа көрә кайбер хаталар булырга мөмкин, шуңа көрә гафу итәрсез. Мөмкин булса, төп сөйләшүне әлбәттә рус телендә алып барырбыз, кирәк булса, татар телендә дә кабатларбыз, яисә сорауларыгыз, мәсәлән, татар телендә булса, татар телендә дә җавап бирербез. Шуңа күрә сорыймын сездән сорауларыгызны менә чатка язарга. Сорауларыгызны мөмкин кадәр җитди һәм төгәл рәвештә языгызчы, шундый үтенечем бар. Инде төп фикер ул да булса яңа Татарстан. Основная мысль это, которую я хочу вынести в сегодняшнее обсуждение, это новый Татарстан, две его модели существующие, это концепция, которую я сейчас разрабатываю и уже озвучил, это статичный Татарстан и так называемый динамичный Татарстан. Ягъни бу Татарстанның ике өлеше, берсе ул да булса хәзерге вакыттагы Татарстанның үз җирендә яшәеш форматын һәм формациясын тәшкил иткән Татарстан, икенчесе ул динамик Татарстан. Нәрсәне аңлата? Беренче чиратта, әлбәттә, ул диаспора белән бәйле, кемдә кем хәзерге вакытта читтән торып яши, һәм инде читтән торып татар сәясәтендә актив катнаша, яисә аның, мәсәлән, статусын үзгәртергә тели икән. Вот это вот две модели. Понятное дело, что статичный Татарстан сейчас находится в тех существующих границах и рамках, которые определены более 100 лет назад при создании Советского Союза, в то время как динамичный Татарстан – это та формация, которая сейчас образовывается, формируется и в какой-то степени выстраивается. Конечно, она связана с диаспорой. Хотим мы того или не хотим, потому что республика – это не только земля. Республика – это прежде всего общее дело. Татар телендә, мәсәлән, республика ул җумһурият. Җумһурият ул гарәп сүзе, гарәптән килгән безгә. Нәрсәне аңлата? Беренче чиратта, әлбәттә, ул гомум эш. Республика означает общее дело. Республикс с латинского и, соответственно, джумхурия с арабского, откуда слово и джама, и джума, и так далее, и тому подобное. То есть мы понимаем, что все, кто соучаствует в этом общем деле, те, соответственно, находятся в интеллектуальном, политическом, геополитическом и геокультурном взаимодействии с этой идеей. В свое время Гераклит сказал, что республика, вернее полис, эти понятия тогда были во многом тождественны, это не стены, прежде всего, это люди. Яғни республика ул җир генә түгел, диварлар гына түгел, әлбәттә, ул кешеләр, ул милләт, ул халык. Һәм дә инде бу милләтнең, ул халыкның мәнфәгатьләре, аның рухи нигезе, кыйммәтләре шул республиканы тәшкил итә. То есть все, что связано с духовным, политическим, нравственным, этическим, лингвистическим, религиозным вопросом, все это и есть республика, это дело. И это дело мы все вместе сейчас пытаемся реализовать. Мы пытаемся прийти к некой конечной цели, основная, главная из которых является, конечно, обретение суверенности, обретение самостоятельности. В этом смысле в татарском языке самостоятельность имеет несколько, скажем, словных значений, несколько слов есть. Улда мустакиллик, это арабское слово, независимость. Улда азатлык, азат сүзеннән, ансы фарсы теленнән безгә күчкән, азатлык от персов пришло к нам. Есть очень хорошее слово, которое у нас часто
используют бейсизлик. Тоже независимость, самостоятельность. Так вот, бейсизлик раскладывается очень просто. Бейсис, без бея, без какого-то утверждения, учреждения и без какого-то шишки, который сидит наверху или где-то в Кремле и помыкает или указывает то, каким образом нам жить, строить свою жизнь и сохранять нацию. В этом смысле бейсизлик, конечно, подходит наиболее четко и наиболее емко заключает весь пафос нашей с вами идеи борьбы. Конечно, без борьбы ничего не получается, и поэтому мы и говорим о том, что самостоятельность, обретение суверенности возможно только при наличии некой борьбы. Но сама борьба без цели тоже не может быть. Борьба должна иметь конкретные цели, мақсатлар. Һәм ул мақсатларга ирешү өчен безләргә әлбәттә стратегия кирәк. Стратегиясыз һич тә көрәшеп булмый һәм алга да атлап булмый. Невозможно двигаться, не имея никакой стратегии. Это тоже более чем понятно. Когда в 2017 году в Татарстане объявили, президент Татарстана тогда, Рустам Минниханов, объявил необходимости писать стратегию, а мы говорили об этом на протяжении 2 лет, что без стратегии невозможно двигаться. Харакат и тария ярамый. Чөнки ул теге караңгыда хәрәкәт иткән кебек. Юлын да күрмисең, максатын да күрмисең, артын да, алдын да күреп булмый. И как бы внимая вот запросу, понятно, хотели перехватить просто эту повестку у нас, объявили о необходимости написания стратегии татар. Но написали ужасным образом, и на каком-то этапе нас привлекли, у нас была независимая группа ученых и не только людей, которые имеют компетенции в разных областях. Наш проект не зашел, естественно, потому что властям нужен был причесанный, лакированный и сугубо симулятивный документ, который бы, естественно, отражал позицию властей московских и казанских. Там написали все, что можно. И ушпышмак сина, и каляпушта баранда, губадьяда баранда, тегесыманасы. Но главных-то нету. Нету ни о политическом статусе Татарстана, ни о его целях, кроме как о цели сохранения. Но послушайте, если это стратегия развития, то стратегия развития не может быть идеей сохранения. Саклап калу кирәк ул әлбәттә. Но алга таба бару өчен беренче чиратта үсеш кирәк, үсеш стратегиясе. Стратегия развития, роста, а этого не было сказано. Не сказано про взаимоотношения Москвы и Казани, про федеративный договор, который к тому времени, в 2017 году, уже прекратил свою деятельность, да, свою силу, потому что Москва отказывалась его переподписывать в 3-й уже раз. И оказалось, что этот документ полностью выхолощен. Это просто мене Абдулла Тукай кетлер кебек про Шурале и все остальное. Даже, наверное, более увлекательный, чем это толстенный Талмуд, от которого толку, я извиняюсь, 0,3%. Но мы прошли этот этап. Этот этап необходимо было пройти, посмотреть, что же мы из себя представляем. Оказалось, что мы не в состоянии родить этот документ, как оказалось. У нас нету хороших политологов, у нас огромное количество историков, понятно. У нас нету там этнопсихологов, людей, которые хорошо бы разбирались в геополитике. Кстати говоря, мы вносили туда идею татарской геополитики. Ну, естественно, в расчет это не взяли, не приняли, понятно, само слово геополитика пугает этих чиновников, ну и так далее и тому подобное. Поэтому то, что произошло впоследствии, и обкромсанная конституция, а до этого ликвидация татарского языка, да, уничижительный статус
Татарстана и татарского народа, все это следствие. Понятное дело, что эти люди, которые сдавали эти позиции, они бы не пошли на то, чтобы родить полномасштабный стратегический документ. Это было нереально, но постараться надо было. Поэтому мы как могли старались. Ятып калганча атып алдылар татарда, да, даже если ты как бы падаешь, то, по крайней мере, выстрели. Есть такая татарская поговорка хорошая в этом смысле. Если можешь вносить какую-то лепту, то обязательно вноси. Поэтому, собственно говоря, эта страница перевернута, но она не снимает с нас ответственности и обязательства по тому, чтобы этот документ родить. Он необходим, жизненно необходим, особенно сейчас, когда началась агрессия российских имперских властей против суверенной Украины. Тогда все стали вспоминать, что они татары, что они чуваши, что они башкиры, что они там нанайцы и так далее и тому подобное. Чувство национального самосознания стало расти у людей, у тех, которые еще вчера об этом совсем не задумывались. Можно ли их за это ругать? Ну, я думаю, сейчас смысла нет. Надо делать этих людей своими союзниками, нужно вовлекать их. Это, в конце концов, Ямасулыш, это новый импульс для нас, для того, чтобы вновь возродиться. Яңарышчыры башланырга тиеш. Должен начаться вот эта самая эпоха возрождения, которую татары и многие народы, кстати говоря, Российской империи в 1905-1907, там, ну, вплоть до там 13-14 годах, до начала Первой мировой войны, ощутили на себе вот эта вот небольшая часть свободы, она дала сильный толчок к расцвету, особенно у татарской нации. Больше всех газет издавали, журналов, строили мечети, медресе, были свои интеллектуалы, которые впоследствии стали всемирно известными, поэты, писатели. Ну, то есть это вот серьезное раскрепощение было всего за несколько лет. И сейчас то же самое. Конечно, сейчас с трагическими событиями это связано. Ну, тарих шулай кырылган, так ничего не поделаешь. Это как бы исторический процесс. Аллах Тааляның нигматы шулай. Поэтому мы сейчас находимся на серьезном таком историческом перекрестке и должны применить все силы для внутренней мобилизации. Внутренней мобилизации для не только сохранения себя как нации, как этнического тела, но и языка, бесспорно, культуры, дина, религии и так далее и тому подобное. Но без каких-то, опять-таки, основополагающих документов, без серьезной интеллектуальной дискуссии этого невозможно достичь. Бриньетка начать мимом, да, одного только желания не хватает. Масалян, вот Вадык Набермисал. Вот я хочу, например, построить машину. Минем ниятым бар, мәсәлән. Көчле, ялкынлы ниятым бар. Но мәдәләкин әгәр дә минем кәсәбем булмаса, моңа махсус гыйлемем булмаса, документларым булмаса, ничек мин аны булдырам? Булдырып булмас, кызганычка каршы. Для того, чтобы построить что-то, там, машину или еще что-то, дом, одного желания мало. Нужны специалисты, нужны схемы, чертежи, разметки, план работы и так далее и тому подобное. А уж когда мы говорим о нации, о самостоятельности, независимости, тем более, потому что нация – это более сложный организм. Он более многофакторный, многослойный, живой. И без каких-то вот концептов, без идей это невозможно. Естественно, нужна и серьезная оргработа. И шум СЛР. Потому что, ну, я смотрю, честно говоря, в некоторых аспектах мы серьезно отстаем. Хотя еще 96-80 yıllarda biz алдыңғы рәтләрдә идек. Без әйдәман халык идек. А хәзер нәрсә?
Хазар Казганыч. Большое сожаление от того, что мы не можем соорганизоваться на самых простых вещах. Это тоже должно нас подталкивать и подвигать к тому, чтобы мы действовали более активно, более мобильно, чтобы мы забывали старые какие-то обиды, противоречия, несостыковки, а во имя общего дела республики шли и действовали, работали вместе. Я считаю, что вот та модель, которую я предложил, по два Татарстана, правый и левый, динамичный, статичный, она может дать нам, придать нового импульса. Она может нам влить новую кровь. Смотрите, на протяжении долгой, богатой, насыщенной истории тюрков, татар, большие государства, большие политии, тюркские в том числе, они строились по принципу двух крыльев. Ике канат кебек. Правая и левая, сул як. Канатлары. И вот такая модель, такая форма, она была очень пластичная, очень динамичная и жизнеспособная. Жизнеспособная. Здесь мы можем по аналогии, или как в арабском языке в исламе говорят, кияса, по аналогии действовать таким же образом. Мы можем создать статичный Татарстан, который находится пока там. Но большая часть людей, думающих, неравнодушных к судьбам нации, они находятся за пределами. Не только вследствие того, что они уехали из-за войны, мобилизации, могилизации, но и потому, что в самом Татарстане проживает всего 75% татар. Я извиняюсь, 25%, конечно. А 75% она Татарстаннан считающий, за пределами Татарстана проживает. То есть основной этнический массив татар живет вне пределов Татарстана. Что еще раз говорит о том, что мы должны расширять, что мы должны продвигать сейчас новые модели. Почему, опять-таки, я на этом настаиваю? Да потому что мир изменился. Изменились обстоятельства. Изменилась геополитическая обстановка. Мы видим, как Россия и Российская империя, вернее, будет так сказать, или недоимперия, она ломается, изломается, и, судя по всему, это последние судороги. Украина нанесет в итоге ей смертельный удар. Поэтому ситуация может вывернуться таким образом, что вновь, как и в 90-м году, народы, населяющие это пространство, могут получить шанс и возможность для того, чтобы стать суверенными. Что такое суверенность? Суверенность – это ответственность и право мое, право народа на самоопределение. Ведь когда закладывался СССР, там четко Ленин прописал право нации на самоопределение. Вот мы самоопределились. Но шул вақытта Шиклярны Бульганда, когда нарезали границы, нарезали так, что огромный массив татар оказался за пределами Татарстана. Это специально сделано, сознательно. Так же, как отсекли Татарстан и Башкортостан от Казахстана братского. Создали вот этот вот перешеек в виде Оренбургской области. Но, мәсәлән, андагы районнарны, андагы шәһәрләрне, авылларны карасагыз, ул чепчи татар һәм башкорт авыллары. Бугуруслан, Абдуллина һәм башкалар. Какое отношение они имеют к Оренбургской области? Нет такой идентичности. Оренбуржец, это новодел, новояз. Специально, чтобы у нас не было общей границы. Но сейчас-то диспозиция может поменяться. Сейчас эти районы, когда-то бывшие за пределами Татарстана, могут вновь воссоединиться со своей материнской, так сказать, основой в виде Татарстана. Поэтому модель вот этого старого Татарстана, я считаю,
она устарела. Устарела, потому что она стала итогом некого компромисса в 1920 году, когда нарисовали эти границы, и она отображала ситуацию того времени. Но zamanı bit o'zgardi. Vaziyat da o'zgardi. Tira-yundagi vaziyat da o'zgardi. Shunga ko'ra biz da o'zgarishga tiyishmiz. Тоже должны меняться. Но что мы предлагаем в этом случае, да? Мы же не должны повторять как мантру, вот, значит, Татарстан в этих границах. Но это исторически несправедливо. Несправедливо. Масалян, я родился в городе Ульяновске. Ульян қаласында тудым мен, мәсәлән. Минем әти, мәсәлән, Нижегордан. Мой отец Нижегородский. Это тоже там татарские земли. Скажут, ну, Казанское ханство там не было. Позвольте, скажем мы. А как же Касим ханлыгы, Городищенский городок так называемый, Касимовское ханство, в 1681 году только ликвидированы. Большие татарские земли там были. Мурзы, Бей и так далее и тому подобное. Это не так, что из Татарстана туда переехали жить. Эти вопросы ведь тоже надо поднимать. Эти вопросы тоже надо обсуждать. Иначе мы окажемся на задворках, вцепившись в проект 1920 года. Ездил артык узганы. Я считаю, что есть 5 различных пространств Татарстана и татарского мира. Прошу зафиксировать. Первое. Татарстан, заключенный в административной рамке нынешней границы, нарисованный в 1920 году советской власти. Это вот тот Татарстан, который везде присутствует, да? Второе. Это территория Большого Татарстана. В основном Поволжский регион. Да? Ну, в основном вот эти мишарские пространства. Третье. Это компактные массивы татарской почвы, которые еще не до конца политико-территориально оформлены. Они включают регионы Волго-Уральского ареала, Сибири и Центральной России. Четвертый аспект. Это сфера влияния татарской идеи, ну, логоса ее назовем, культуры и политики. Это там, где, что называется, дотягивается татарское влияние или татарстанское влияние. Это четвертый аспект. Бишенчисы пятое. Это татарская диаспора, старая и новая. Есть старая диаспора, есть новая диаспора. У больших наций есть своя мощная диаспора. Посмотрите, есть еврейская диаспора, наиболее, наверное, мощная. Там есть немецкая, французская диаспора, там вплоть до Канады, да, в Квебеке. Есть афганская, в конце концов, иракская, сирийская, турецкая, украинская мощнейшая диаспора. Я уж не говорю про китайскую с их чайнатаунами и всем остальным. И они взаимодействуют со своей матричной системой. Это симбиоз. Они взаимодополняют друг друга, взаимопитают друг друга. Но нам сам Всевышний показал, что мы должны развивать и делать ставку. И самой диаспоре надо развиваться, раз 75% проживают за пределами Татарстана. Понятно, что диаспора – это те, кто живут за пределами государства этого. Но так как Татарстан – это государство, и даже по путинской конституции республики написаны, обозначены как государство. И к этому я вернусь чуть ниже. Вот эта пятерня, татарская пятерня, она должна работать. Менә бу йодрыкның һәрбер бармагы эшләргә тиеш. Һәрбер бармагы икенче бармагына ярдәм итәргә тиеш. Без этого никак. Или мы формируем большие смыслы, большие концепты, или мы потихонечку сходим с исторической сцены. Тарихи сәхнәдән төшеп калабыз, кызганычка каршы.
Вот вкупе они составляют ткань единого, статичного и динамичного Татарстана в скобках татарского мира или татарской политии. Я предпочитаю больше это значение, полития, потому что она более динамичная, она более гибкая, она более адекватная, она более формулированная, и она более народная, что называется. То есть мы здесь не отдаем власть в руки каких-то коллаборантов, чиновников, нуворишей и проходимцев. А мы заключаем эту власть в себе. Потому что такое власть по-настоящему? Это концентрированное выражение политической и гражданской воли народа. В нем зашито как раз то самое концептуальное обоснование идеи общего дела. Республики. Только вместе можно это сделать. Только в деятельности, в какой-то борьбе, формулировании, в интеллектуальном, политическом поле, экономическом и так далее и тому подобное можно это сделать. Теперь, что называется, о правовых основах государственного суверенитета Татарстана вот в рамках тех документов, которые уже приняты. Там я, что называется, формулировал как бы общие подходы нового Татарстана. Бесспорно нового. Мы должны к этому идти, мы должны развиваться. Поэтому я вначале сказал про стратегию развития татар. Татар халкының үсіш стратегиясы. Мы должны как бы выходить за рамки, постоянно преодолевать, постоянно вот эти вот лимиты, эти границы преодолевать. Харакатте баракат дилер татарда. Да, в движении смысл. Так вот, первое. Это декларация о государственном суверенитете татарской. Без упоминания автономной, кстати. Советской Социалистической Республики. Вы знаете, 90-й год. Тогда Татарстан, по сути, стал союзной республикой. Но союз перестал существовать спустя там полтора почти года. И мы имели также полное право разойтись, как и остальные союзные республики. Как и остальные, как Казахстан, как Кыргызстан, как Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия, Азербайджан и так далее. То есть у нас есть это право. И это правовое основание, но никто это не поднимает. Никто об этом не говорит. Может, большинство не знают, а те политики, которые, естественно, в Татарстане, они просто не посмеют это сказать. Это тоже надо понимать. Потому что, куркалар боятся просто-напросто, да. Но есть эта зацепка. Это не просто, что мы берем из воздуха тут и придумываем. Нет, рано или поздно мы сможем предъявить это. Второй документ. Постановление Верховного Совета Татарской ССР, который назывался «Об акте государственной независимости Татарстана» от 24 октября 1991 года. Вот вам второй документ, как говорил товарищ Горбачев. Третий, важный, тоже мало кто знает. Это декларация о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств, в то самое СНГ. Датировано 28 декабря 1991 года. То есть была такая декларация, был такой документ. Значит, Татарстан выступал как субъект международного права. Это, кстати говоря, прописано было в Конституции, что Татарстан – это самостоятельное государственное образование и актор международного права, ассоциированный с Российской Федерацией. Что значит ассоциированный? Значит, заключивший некий договор, да, но на равных. На равных. Это содружество равных было. Там было прописано конкретно следующее, что исходя из необходимости поиска выхода из политического и экономического кризиса, вызванного распадом Союза СССР, Верховный Совет Республики Татарстан заявляет о вхождении Республики Татарстан в Содружество независимых государств на правах учредителя, не наблюдателя, а учредителя.
Это отсылает нас к тому самому документу о том, что Татарстан был союзной республикой. А что значит союзная республика? Это самостоятельный субъект, самостоятельный, как и остальные 15. Они обрели независимость, а мы не смогли. Получается, что права-то у нас те же, и исторические, и юридические права соответствуют правам остальных уже независимых государств по праву. Да? Следующее, 4. Референдум о статусе Республики Татарстан, вы знаете, он прошел 21 марта 1992 года. В этом году вот будет как раз 31 год. Где более 60% проголосовали за то, чтобы что Татарстан, официально звучала формулировка, есть суверенное государство, субъект международного права, строящее свои отношения с Российской Федерацией и другими республиками, государствами на основе равноправных договоров. Вот еще один документ. Он подкреплен конкретно волей и заявлением людей, не только татар, но и русских, и чувашей, и других представителей наций, которые проживали на тот момент в Республике Татарстан. А это коллективная воля, ее никакими указами или писульками Путина не вытравишь. Что написано пером, уже не вырубишь топором. Пока вот можно. Но потом эти документы будут работать, и никуда не денешься. Нет никаких правовых оснований у Москвы утверждать обратное. Или же ликвидировать Татарстан, или там принижать статус его и татарского народа. Нет у него этих полномочий. Мы заявляем это вполне серьезно. 5 документ. Конституция Республики Татарстан, первая редакция, да, от 6 ноября 1992 года, опять-таки 31 год будет в этом году, где закреплены статус республики и результаты этого референдума. Да, в конце прошлого года под давлением Москвы эти пункты изъяли из Конституции. Ну и что? Ну и что изъяли? А изъяли они под силовым воздействием, и это, считай, как, что называется в юриспруденции, отягчающие обстоятельства. Условно говоря, когда вам к виску представляют дуло пистолета, вы можете, конечно, подписать все, что угодно, все бумаги, согласиться на требования террориста. А Москва ведет себя сейчас как террорист. Можете, и никто вас не осудит в этом смысле, да, если у виска ствол. Но как только этот террорист схвачен или же вашими соратниками скручен или убит, тогда понятно, что эта ваша виза, она дезавуируется, потому что она была поставлена в силу особых обстоятельств. Обстоятельств непреодолимой силы в данном случае, как я это понимаю. Еще один документ, 6. Документ или факт, или, так сказать, довод. Татарстан не участвовал в первых всенародных выборах президента России в 1991 году, мотивируя это тем, что теперь он член Советского Союза, но не член РСФСР, не член Российской Федерации, да? Также Татарстан не участвовал в голосовании Конституции России в декабре 1993 года. Тоже не участвовал, потому что считал, что он по праву независимое государство, и он не может участвовать в каких-то процедурах, которые относятся к другому государству, в данном случае к Российской Федерации. Вполне логично и вполне естественно. Да, гражданин, например, Германии не может выбирать, я извиняюсь, президента Венесуэлы какой-нибудь. С какой, кстати? Здесь то же самое. Поэтому вот эти 6 оснований, они тоже ложатся в фундамент юридического обоснования суверенности, независимости, самостоятельности Республики Татарстан. Потому что есть, опять-таки, все юридические нормы, все необходимые.
которые говорят о том, что Татарстан мог, действовал самостоятельно и может до сих пор. Да, историю они переписали, негласных прижали, выдавили и так далее и тому подобное. Но это то, что Ленин говорил о тюрьме народов. Эта тюрьма народов никуда не делась, а народы хотят свободы. Это их право. И согласно уставу ООН, то же самое, Масалям. Народ имеет право на восстание против диктатора. Яғни диктаторға қарсы күресерге оның хукукы бар. Хукукы бар. Ул рәсми хукук. Шуңа күрә монда да миңа калса Татарстанның үз бәйсезлеген яңадан яңа игълан итү өчен бар мөмкинлекләр дә, бар хукуклар да җитәрлек. Шуңа күрә аларга таянып безгә эш итәргә кирәк. Беренчедән безгә бердәм булырга кирәк. Зиһен, гакыл, тәрбия белән беренче чиратта эшләргә кирәк һәм инде менә бу тәгълиматларны беренче чиратта алга сөрергә кирәк. Татар бөек милләт, ахлакый милләт. Шулай да без, мәсәлән, үз-үзебезне дә хөрмәт итәргә тиешбез. Динебезне, телебезне, гырыф-гадәтләребезне онытмаска тиешбез. Әлбәттә, сәяси яктан да без гыйлемле булырга тиешбез. Мәгърифәтле, татар гомердән гомергә мәгърифәтле булган. Китаплы булган, динле булган. Хәзерге вакытта әлбәттә алай түгел, но ничек тә булса моңа омтылырга кирәк. Моңа барырга кирәк. Әгәр дә максатыбыз якты икән, ниятебез изге икән, демәк, иншалла, Аллаһ бирса, без максатыбызга ирешербез дип ышанам. Так, давайте, я готов ответить на вопросы, сорауларыгызга җавап бирергә әзермен. Кирәк булса, Руслан әфәнде, татар гәҗит журналларының ни өчен Азербайҗанда алып булмый? Һәм ник татар интернеты латинда түгел? Бу яхшы сорау. Беренче чиратта гәҗит журналларны тарату белүемчә җиңелләрдән түгел, ул бик авыр эш. Беренчедән, әлбәттә, икътисади яктан бик күп нигә арзанга төшми, ул мәсәлән шул логистика, башка әйберләр, аннарысын кызганычка каршы сатып алучылар да күп түгел. Инде икенчесе, әлбәттә, интернет заманында мәгълүмати кырда да бу интернет журналларны табып була. Чыннан да бар олы яшьтәге әби-бабайлар, кайсылары, мәсәлән, кәгазьле гәҗитне укый гына ала, яисә укырга ярата, яисә укырга ияләнгән, ул чакта, әлбәттә, ул проблем бар. Монда махсус Татмедиа хезмәткәрләре белән сөйләшергә кирәк. Бәлки, алар махсус анда сезнең өчен подписка буенча, мәсәлән, җибәрергә мөмкиннәр. Монда инде Азербайҗанда бит Татарстанның вәкиллеге бар, бәлки аларга мөрәҗәгать итәргә, бәлки алар сезгә ярдәм итәрләр. Ник татар интернеты латинда түгел? Чөнки Русиядә махсус канун бар, кайсысы латин телендә татарларга һәм башка халыкларга кулланырга ирек тә бирми һәм дә хокук бирми. Андый хәрәкәт 90-нчы елларның башында бар иде. Аннарысын шул ук, мәсәлән, Жириновский кычкырып, Дәүләт Думасының трибунасыннан парт уздырып, махсус канун кабул ителде. Кайсысы менә бу имланы, Кирилл имлясын кулланырга гына безгә мөмкинлек кенә бирә, кызганычка каршы латинда юк.
рәсми рәвештә әлбәттә. Рәсми булганнарга кулланырга була, монда бернинди дә киртә юк. Но мин сезнең белән килешәм, латинга күчерергә кирәк безгә. Бәлки менә хәзерге вакытта икесен дә кулланырга. Кириллын да, латинын да, соңыннан Алла бирса, иске имляны әлбәттә торгызырга кирәк. Иске татар имлясын. Чөнки ул безнең рухи, мәдәни нигезгә якын. Салам алейкум. В нынешней ситуации есть ли вероятность отделения Татарстана, Башкортостана с территории РФ? Возможно ли это вообще в будущем, учитывая, насколько сейчас ассимилирована территория? Вопрос очень своевременный, естественно. Вероятность есть. Такая вероятность, условно говоря, была, наверное, в 1989 году, когда тоже большинство не верило, что Советский Союз развалится. В 1916 году тоже никто не верил, потому что Российская империя стояла очень твердо на ногах. У нее были успехи на фронтах Первой мировой. Кричали за царя, за отечество, убьем, все там и так далее, и так далее. В 1917 году в феврале произошел переворот, императора арестовали, через год его расстреляли, и даже никто не позаботился о его судьбе. Ситуация может измениться, так же, как и в 89-м, 88-м годах. Тоже Советский Союз мощный, который делил там с западным блоком весь мир, да, страны капиталистического порядка и страны так называемого соцлагеря. И все это растворилось все это, понимаете? И многие не были готовы к этому. А сейчас мы все-таки как-то готовы, понимаем, что ситуация может так развернуться. И надо быть готовым. Предупрежден, значит вооружен. Поэтому я считаю, что это возможно. В вашем вопросе есть тезис, учитывая, насколько сейчас ассимилирована территория. Ну да, но Советский Союз ведь тоже сознательно экономически связывал и хозяйственно все территории так называемых союзных республик. Ну, вы знаете пример там. Например, подшипники производят в Белоруссии, колеса в Казахстане, значит, какие-то другие агрегаты для трактора производили там в Грузии специально. Это в каком-то смысле, конечно, выявило какие-то проблемы, когда совок развалился, потому что они были связаны очень сильно хозяйственно, экономически. Но нет, смогли перестроиться. Вы знаете, что когда Татарстан, он поднимал более 5 раз во времена Советского Союза вопрос о том, чтобы ему придали статус союзной республики, потому что по многим параметрам он превосходил союзные республики. Он превосходил по ВРП, внутреннему региональному продукту, 7 республик Советского Союза. Там Эстонию, Кыргызстан, Армению, Молдову, Таджикистан, Туркменистан. И сейчас по многим параметрам обгоняет многие эти страны, ну, за исключением там Эстонии. Вот. Ну и только потому, что Татарстан отдает 75% всех средств в Москве. 75% это же колониальный принцип. Колониальный принцип. Что вы зарабатываете, а приходит большой дядя с дубиной и забирает у вас 75%. Еще забирает, заставляет вас, значит, кланяться ему в ноги, целовать его грязные сапоги, боты. Запрещает вам разговаривать на татарском языке, ходить в мечеть, общаться со своими соотечественниками, с братьями-тюрками, с братьями-мусульманами, обвиняет, сажает в экстремизме, обвиняет в терроризме и тому прочее. Другой вопрос может возникнуть из этого, что ну вот большинство людей, ведь они там, значит, вот
как-то не занимаются этими вопросами политическими. Да, они всегда не занимались. Большинство всегда занято и обеспокоено только проблемами своего желудка. Это нормальное явление. Историю делают небольшие, мобильные, четко идейно-политически спаянные люди и группы. Вот представят они проект, вот большевиков было мало, французских революционеров было мало, а маоистов было тоже, кот наплакал. Чанкайшистов там чуть побольше было, ну как бы там не было. Да и красных хмеров тоже была жалкая кучка с их безумными идеями. Но в итоге-то они смогли. Идея, вот что главное. Идея, проект и воля. А остальные, они подтянутся, им деваться просто некуда. Более того, ведь сейчас люди понимают, куда завела их эта империя. Татарстан, Башкортостан, богатые регионы. А сейчас они просто беднеют на глазах. Каждый день груз 200, груз 300, груз 200, груз 300. У этих людей все равно перещелкнет рано или поздно. Почему они должны жить вот в этом кровавом безумии? Ради чего? Ради чего? Ради единой и неделимой? А что это такое? Единое и неделимое. Это когда Путин что хочет, то и делает, когда его олигархи, его любовницы, Кабаевы покупают самые роскошные хоромы, квартиры, дворцы, что хотят, то и делают. А простые люди, пенсионеры, которые работали по 50 лет, которые строили эти заводы, которые они купили за копейки, я извиняюсь, вынуждены копошиться в мусорных баках, потому что элементарно им не хватает денег на еду. На еду, на самую простую. Эта система прогнила. И люди это понимают, уже начинают понимать, что в этой системе им не жить. Или они будут ходячими мертвецами, теремаид, что называется, или они будут готовы к тому, чтобы от этого палача избавиться. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Бүгінгі күндә Татарстан Идел Урал яшьләренә үз фикерләрен курыкмыйча сөйли торган платформа, ресурс яисә оешма юкмы икән? Кашапов абыйлардан кала. Ну, менә без бар, мәсәлән, алар белән әлбәттә тыгыз элемтәдә эшлибез. Менә сез дә катнаша аласыз. Хәзерге вакытта, менә хәзерге мәгълүмати чорда без үзебез дә, мәсәлән, сәясәтче була алабыз, мәсәлән, анда фикер иясе була алабыз. Мәсәлән, үзегез яисә анда дустыгыз я фикердәшегез, мәсәлән, интернет челтәренә чыга да, мәсәлән, үз фикерен җиткерә ала. Бер нинди проблем юк, киртә юк. Әлбәттә, оешырга кирәк. Әлбәттә, ниндидер бер мәркәз, үзәк булырга тиеш. Сәяси үзәк булсынмы ул? Зыялы үзәк булсынмы ул? Ул булырга тиеш. Әлбәттә, монда мин сезнең белән килешәм, һичшиксез. Ну, күп нәрсә үзебездән тора. Чөнки татар бит ул бер карасаң оешкан милләт иде заманында. Аның буржуазиясы да, милли буржуазиясы да булган. Гәҗит журналлары да булган. Галимнәре дә булган, тарихчылары, сәясәтчеләре һәм башка асыл затлары булган. Димәк, тыргызырга кирәк ул әйберне. Яңадан активлык күрсәтергә кирәк. Активлыктан, әлбәттә, яңа кешеләр дә пәйда булачак, әйдәманнар, лидерлар пәйда булачак, проектлар да пәйда булачак. Үзебезгә булышырга кирәк, әлбәттә. Үзебезне бердәм һәм тыгыз милләт яисә җәмгыять хис итәргә кирәк үзебезне. Ассаламу алейкум. Сез Урта Әләзән авылын ишеткәнегез бармы? Әлбәттә. Анда күп кенә дусларыбыз бар. Анда бер 5-7 тапкыр бәлки сәяхәт тә кылдык без. Төрле конференцияларда катнаштык. Кешеләр белән очраштык, кунакка бардык. Һәм башка. Соңгы тапкыр 2020
21 елда идек без, анда Дамир Исхаков белән шул җан исәп алу мәсьәләләре белән килдек. Аннары соң инде сайлаулар темасы буенча килдек анда. Исегездәдер, Дамир Исхаков намзәт буларак Дәүләт Думасына чыккан иде. Без бер юнәлештә, бер төркем буларак эшләдек, шуңа күрә анда барып, андагы кешеләр белән очраштык. Алар инде безне хупладылар һәм дә инде безгә тавыш бирергә дигән вәгъдә бирделәр. Шуңа күрә Урта Ләзән әлбәттә ул татар милләтенең асыл авылы гына түгел, аны авыл әйтеп булмый, чөнки ул шәһәр төсендә. Но аның халкы бик күркәм, бик мәртәбәле, эшчән, динле, бик катылар алар мишәрләр. Шуңа күрә мин аларны хөрмәт итәм, яратам. Татарларның Казандан гайре мәдәни вә нәшрият вә фән үзәген ничек үстерү алып бару кирәк? Ул да яхшы сорау. Монда принципиаль рәвештә берничә берничә вазгыять үзгәрергә тиеш. Беренчедән, әлбәттә, сәяси вазгыять үзгәрергә тиеш. Чөнки безнең нәшрият бар, нәшриятләре бар аның. Но алай да ул нәшриятта бар китапларында бастырып булмый. Бар гәҗитләрен бастырып булмый. Әлбәттә, сәяси, милли темаларга кагылышлы анда тел булсынмы, милли сәясәт булсынмы, Татарстанның киләчәге яисә Татарстанның хәзерге халәте турында язып та булмый, әйтеп та булмый. Шуңа күрә менә бу вазгыять, ул шартлар үзгәрмичә, аларны бәлки оештыру мөмкин түгел. Но шулай да яңадан яңа кайтам. Интернет киңлекләре бар. Интернетта мәсәлән эшләргә кирәк. Чөнки бер гәҗитне бастырып була бәлки, ничә 100 кеше, ничә 1000 кеше аны укый ала мәсәлән. Укыса әле. Интернетта менә мәсәлән без сезнең белән җанлы рәвештә турыдан-туры эфирда сөйләшәбез, мәсәлән, 1000 кеше карый ала, 10000 кеше, 100000 кеше. Кая гына булмасын, Америкада булсын, ул Европа илләрендә булсынмы, Урта Азия җирлекләрендә булсынмы, проблема юк. Шуңа күрә бәлки безгә менә яңа форматларга күчерергә кирәк. Һичшиксез. Гәҗитләре дә булырга тиеш, әлбәттә. Но төп басым менә шул электрон масса мәгълүмат чараларына бирергә кирәк, минемчә. Сезнең фикерегезчә, безнең рәискә ышанырга ярыймы? Белмим, кайсы мәсьәләләрдә. Ышаныч бит ул бик катлаулы төшенчә дә, чөнки кайбер сүзләренә бәлки ышанып була, сәяси яктан ничек ышанасың аларга. Алай да түгел хәтта. Ул бит әсирлектә. Ул бит үз фикерен хәзерге вакытта белдерә алмый, әйтә алмый. Ул үз-үзенә хуҗа түгел. Аның өстендә бәй тора. Без бәйсез милләт, безгә югары бәй кирәкми. Шуңа күрә ул сорау минемчә урынлы, но шулай да мин анарга төгәл иттереп сезгә җавап бирә алмыйм, кызганычка каршы. Руслан, об тему репатриации татар в Татарстане, почему никто в Татарстане не поднимает? Да поднимают, почему? Поднимали. Ваш покорный слуга лично поднимал эти вопросы, когда я возглавлял Всемирный форум татарской молодежи. Мы эти вопросы поднимали, писали специальную записку. Тогда еще президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Даже была какая-то программа, вроде там разрабатывалась. Как-то это все на формате такого полуофициоза было. Эту тему поднимались очень серьезно, потому что и на многих форумах, в конгрессах, всемирных конгрессах татар, естественно, очень многие поднимали. Отчасти удалось реализовать в виде
того, что Татарстан создал программу привлечения студентов татар в вузы. Но потом Москва забрала эти полномочия, потому что в вузы федерального значения, и эти квоты стали, ну, фактически бессмысленны. А так, такой проект был, и я считаю, он очень важен. Но в современных условиях это сейчас невозможно. Поймите, потому что политически Татарстан в очень разобранном состоянии. Очень разобранном состоянии. И люди бегут из России. Татары бегут из России. Поэтому вот в данных условиях это пока невозможно. Ассаламу алейкум, Руслан, алейкум салам. 10-15 елдан татар мәнфәгатен яклый алырлык геосәясәттә иркен йөзүче политолог булып өлгерер өчен гыйлем алуны нәрсәдән башларга һәм ничек хәрәкәт итәргә? Ул да яхшы сорау, рәхмәт сезгә. Беренче чиратта, әлбәттә, тарихны үзләштерергә кирәк. Тарих вә сәясәт фәнен. Алай да бит тарих ул күп фәннәрне чылгап ала үз эченә. Ул борынгы тарих булсынмы, ул җәмгыять тарихы булсынмы, ул милләтләр, халыклар тарихы булсынмы. Аннары соң, әлбәттә, бүгенге хәләтне дә белү ләзем, аларны да белергә кирәк безгә. Шуңа күрә бу яктан мин сезгә нәрсә теләр идем беренче чиратта. Ул күп укырга, әлбәттә, тарихны, сәясәт фәннәреннән күп нәрсәне үзләштергә кирәк. Чөнки күп җаваплар, алар тарихта ята. Татарның тарихы ул бик бай. Бик бай, бик тирән. Күп кенә нәрсәләр бөтенсе шунда ята. Шәхесләребез бихисап. Кем генә юк бездә? Кем генә алма? Бик шәхесләр иде, затлар. Но без аларны белмибез, кызганычка каршы. Советлар Союзы безгә моны тойды. Татар тарихын өйрәнү тыелды безгә. Хәзерге вакытта Путин режимы безгә киртәләр куя. Ул пат шәхесләребезне дә белмибез. Күпчелекне белмибез, кызганычка каршы. Күпләрен Сталин кырды диярлек 30-нчы елларда. Күбесе китәргә мәҗбүр булды, һиҗрәт кылырга мәҗбүр булды. Менә Фәүзия апа Байрамының яхшы китабы бар, һиҗрәт. Ул хакта анда да күреп була. Шуңа күрә татарда шундый әйтем бар. Татар булган җирдә хәтәр бар. Хәтәр. Бу хәтәр, нишлисең? Ул безнең белән гел бер тарафта, гел безнең белән бара. Но Аллаһ Тәгалә, димәк, безгә менә шундый сынаулар бирә. Сынаулар бирә, әгәр дә без ул сынауларны үти алмыйбыз икән, димәк, без зәгыйфь милләт. Путин керткән пессимистиклыкны фат кылу кирәк. Пессимистикны халыкта җиңү ничек эшләргә? Аңлату эшләрен алып барырга. Әлбәттә, дәгъват кылырга. Башкача юк. Күрсәтергә, әгәр дә кеше динсез икән, әлбәттә, ул гел пессимистик халәттә яши. Дин безгә, иман безгә гел рухи күтәрелеш бирә. Гел оптимистик караш бирә. Чөнки без беләбез, үлсәк тә, җиңелсәк тә, без барбыз Аллаһ Тәгалә кулында, аның хузурында. Шуңа күрә эшлә, булдырганыңны эшләп бар, калганы Аллаһ Тәгалә кулында, аның нигъмәтендә. Шуңа күрә аңлату эшләрен алып барырга кирәк. Аңлатырга, хәтта менә Сталин заманасы да бар иде бит. Ул да бик катгый. Ул катгый басым хәзерге вакыт белән чагыштырып та булмас бәлки. Барбыр Сталин үлде, бераз иреклек, азатлык җилләре исә башлады.
Советлар Союзы да тарқалды. Урыс империясы да тарқалды 1917 жылда. Бұсы да иншалла тармар ителәшәк. Шуңа күрә сабырлык. Бу хакта, бу якта сабырлык кирәк. Һәм эчке дөньяны ныгытырга кирәк. В какой форме видите экономику Татарстана после окончания конфликта? Вы понимаете, Татарстан самодостаточный регион. Если мы говорим вот про этот начерченный Татарстан сейчас. Нефть, промышленность очень серьезная, да, малый и средний бизнес очень серьезный. Знаете, Татарстан по всем параметрам один из лидеров был в России по социально-экономическим показателям. Но если вот, представляете, вот эти 75% не придется отдавать Москве, то, условно говоря, Татарстан может стать Кувейтом. Может стать, потому что люди, которые там проживают, и татары в частности, это деятельные люди, торговый люд, в общем-то, торговать умеют, любят, создавать какие-то проекты, реализовывать. Потом кооперация с другими территориями, с другими политиями будет налажена. В этом смысле никаких проблем не будет. Я вообще считаю, что за экономику вообще не стоит переживать. Тут все алдагель балашак. Все будет здесь хорошо, я более чем убежден. И из не таких передряг выходили. Не больно на пепелище живем, не больно в вечной мерзлоте. Все есть, обустроено. Казань, там красивый город, прекрасный, все развивается, люди приезжают. Это один из немногих регионов, где численность населения выросла за счет притока внешнего. Ну, понятно, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Понятно, что они ехали туда, потому что Татарстан очень комфортный и развитой регион. Неге түрәләр моның турында әйтергә куркалар? Чөнки Мәскәүгә бәйле алар. Мәскәүнең куллары. Я не согласен, чтобы меня диаспорой обзывали. Понятно, что так выгодно и нужен сейчас Татарстан, но и прежде были разногласия между сибирскими и казанскими татарами. И они никуда не делись, верно? Ну, обзывать диаспорой, это, конечно, сильно вы сказали. Потому что диаспора – это то, что проживает за пределами гео- и культурного поля. Я сразу сказал, то, что за границей живет. Условно говоря, татары в Казахстане – это диаспора. А внутри России это общины, татарские общины. Вот. Это к тому вопросу, что знать историю очень важно, потому что часто незнание этих определяющих понятий, оно может привести к каким-то рассинхронам, несогласованностям, а где-то и конфликтам. Да? Вот не так назвал, не так сказал, и все понеслось-поехало. Шашки наголо. Поэтому нет, если вы проживаете в Сибири, то вы не диаспора. Я сказал, это большой татарский мир. А диаспора это отдельно. Это те, кто проживает вдалеке, в Америке, в Канаде, в Казахстане, в Турции, в Австралии, как известно. Большая татарская диаспора, старая диаспора. Речь вот об этом. А разногласия, понимаете, решаются за столом переговоров, в том числе через дискуссии, обсуждения. Что нам делить-то? Делить-то нам что? Нечего нам делить. Нам надо сейчас быть вместе как никогда. Иначе бүлінгенні бүре ашар. Руслан әфәнді, сиңа сұрауларым бар. Қойшан Миниханов кетер һәм аның урынына кім келешек? Яңа рәис қойсы елны тұр. Мұнда айтып булмый. Мұнда күрәсең ул фаразлау темасына керәбез. Мұнда мен әйтеп булмый, чөнки бар карарлар Мәскәү кирмәнендә хәл ителә кызганычка каршы. Халык һәм татар милләте бу эштә катнашмый, күрәсең. Но мин ышанамын, тиз арада бу вазгыять үзгәрер. Шуңа күрә без сайлаган рәис президент булачак. Мәскәү куйган түгел, ә без сайлаган. Без куйган. Милләт фахарманы һәм милләт әйдәманы булачак, иншалла. Ехать в Татарстан и покинуть дом, а в Татарстане есть татарский язык. Есть ли условия в Татарстане хуже, чем за пределами Татарстана?
Я с вами согласен, это праведный гнев, праведный вопрос. Сейчас все очень плохо, естественно. Татарский язык, там больше татарского языка, чем в условном, в условной Челябинской области. Не в обиду будет сказано жителям этого сурового региона. Вот. Язык сохраняется, пытаются, понятно, что... А язык может сохраняться только в формате политического дискурса. Если он не политизирован, если он не является частью политической программы, то он, скорее всего, сойдет со сцены. Да. Или останется таким культурным фоном, которого будут изучать там филологи, историки языка, лингвисты, и там пожилые люди будут между собой общаться. Язык должен действовать, обязательно должен присутствовать в политическом поле, как говорила Ханна Аренд, ученица Мартина Хайдеггера, которого я уважаю за его ум. Она сказала, что язык – это политическое явление. Это не предмет коммуникации, общения между собой. В конце концов, общаться мы можем на разных языках, и языками жестов, да и вообще переписываться можем. Язык – это прежде всего политический взгляд, это мировоззренческая оптика, это то, как вы видите мир. Это то, как вы, что называется, обустраиваете свое идеологическое, политическое, культурное пространство. В языке зашито все. Язык – это концепты. Так. СССР вакытында да татар китаплары, журналлар, гәҗитләр бөтен регионнарда чыга иде. Оренбург шәһәрендә татар типографиясе бар иде. Күп журналлар, гәҗитләр бастырыла иде. Хәзерге вакытта чыга микән? Хәзерге вакытта чыкмый, чөнки кеше күбрәк укый, кызганычка каршы. Гәҗит журналларның тиражлары төшә бара ел сайын. Аннары соң укучылар саны да кими бара, татар телендә укучылар саны аеруча. Аннары соң сәяси якта бар. Мин аны әйтеп киттем. Әлбәттә, Мәскәү һәм җирле хөкүмәт алар бу нәшриятләрне һәм гәҗитләрнең чыгуын үзләренә зар итеп күрә. Ягъни алар аны ниндидер теге сепаратистик фактор буларак күрә. Шуңа күрә алар аның белән кайбер җирлектә көрәш алып бара. Андый очраклар да бар. Әйтәм бит инде, хәзерге вакытта безгә яңа формациягә күчәргә кирәк. Интернет челтәрен безгә актив рәвештә кулланырга кирәк. Һичшиксез аны кулланмасак, без ул арбадан төшеп калачакбыз. Татар мәгърифәтле халык. Ул укымаса, ул китап язмаса, әсәр фәлән язмаса, ул төшеп кала. Ник 900 мең татар телен үз теле дип билгеләмәде? Чөнки анкета махсус шулай ясалган. Димәк, анда беренче чиратта сез белгән тел нинди иде сорау беренче. Әлбәттә, күбесе, мин белгән тел нинди, мәсәлән, урыс теле ди ул, инглиз теле ди ул. Шуннан соң гына өченче пункт буларак туган телегез нинди. Күпчелек белми бит инде, туган теле ул, мин сөйләшкән, мин аралашкан, мин гәпләшкән тел дип белә ул. Шулай дип аңлый ул аны. Белми, аңлый, шулай дип. Күбесе надан нишлисең. Кемгәдер, димәк, безнең әйткән сүзләр җитмәгәндер, килеп җитмәгәндер. Шуңа күрә механик рәвештә язганнар. Рус теле. Әгәр дә анкетаның сораулары башта тәртиптә булса иде, шул чакта әлбәттә нәтиҗәләр башка булыр иде, минемчә. Ул махсус эшләнелгән. Махсус ул бит һәрбер әйбер Мәскәү хәйлә рәвештә эшли. Әгәр дә, мәсәлән, ул басып бетерә алмый икән безне, ул хәйлә рәвештә эшли. Тармар итә, ниндидер теге фитнәләр җибәрә. Телебезне, динебезне юк итә. Гәҗит журналларыбызны, шул латин графикасын юк итә. Ни өчен? Чөнки латин графикасы безне
Читтә яшәүче милләттәшләребез белән бәйле багланышлар булдыра иде. Гуманитар багланышлар. Руслан туганым, син хәзер Рәсәйдәме соң? Юк, әлбәттә. Как сами относитесь к разным народам на территории РТ? Прекрасно отношусь. Считаю, что они тоже достойны того, чтобы жить хорошо, чтобы вместе с татарами, с другими народами, с русскими, с чувашами, с удмуртами, которые у нас проживают, с марийцами, с башкирами, и, естественно, образовать большую дружную семью. В общем-то, русские очень себя хорошо чувствуют. Очень хорошо себя чувствуют. Никто оттуда не уезжает. Это же пропаганда московская, что вот там притесняют русских. Я не знаю ни одного русского, который бы под якобы татарской пропагандой стал татарином. А татар, которые стали русскими, я знаю вот очень много. Поэтому нету никаких проблем. У нас есть общий враг. Этот враг сидит в Москве. Он также давит и русских, и татар, кстати говоря. Он также забирает и их сыновей, их мужей. Он также залазит и к ним в карман. А я извиняюсь, нам делить нечего с жителями. То есть без московских чиновников, без московских этих бездарей мы договоримся сами. Татарға талмач керек мейдилер. Татарам талмач не нужен, они сами могут договориться. Так, Фәүзия Байрамович, чыгышларын хуплыйсызмы? Нигә ул соңгы вакытта күренми? Хуплыйм, әлбәттә, ни өчен күренми, үзегез беләсез, ул Россиядә күп әйберләрне әйтеп булмый. Күптән түгел аның суд эше булды. 80 мең штраф салдылар анарга. Ну, Аллага шөкер, 2 көн эчендә милләттәшләребез 80 меңнән артык акча җыеп бирде. Бу куанычлы фактор, әлбәттә. Салам алейкум, алейкум ассалам. Как вы считаете, может процесс дистанцирования от Москвы нужно начинать с объединения Татарстана и Башкортостана? Считаю, в соседнем братском Башкортостане существует немалые силы. Надо в целом и Дель-Урал. В целом там же есть и Чувашия, и Республика Мариэл, и Удмуртия, и Мордовия, да, и русские регионы. Пожалуйста, пожалуйста. Сейчас, я же говорю, наступила новая эпоха, новые обстоятельства. И поэтому новые вот и геополитические модели должны выстраиваться. Только сообща, конечно. Поодиночке не выжить в этих тяжелых условиях. Тем более, что, как мы понимаем, Москва так или иначе будет предпринимать попытки для того, чтобы принудить силовым образом вновь подчиниться. Еще раз про Кувейт. Ранее был вопрос, а как избежать воришек, как у Гурбангулы? А я вам говорил про политическую волю народа. Если сильное общество, сильные структуры, то никакого Гурбангулы не будет. Гурбангулы – это вообще поддерживаемый Москвой ставленник, как и его предыдущий начальник, да, Сапармурат Ниязов, так называемый Туркменбаши. Это же московские ставленники. А страшилки по поводу того, что сейчас там придут дополнительные Гурбангулы, это, знаете, сказки от бабайки. В них верить бессмысленно, потому что они не имеют под собой реальной почвы. Я, например, не сильно верю, что где-нибудь в Башкортостане, в Татарстане будет такой тип. Никто не даст ему просто-напросто такому прийти, если не будут поддерживать. Что, чеченцы выбирали Кадырова? Москва. Чеченцы были прекрасные лидеры. Джохар Дудаев. Вообще там долгое время ходил без охраны, пока война не началась. Тот же Масхадов. Это лидеры, народные. Что, они были варьем каким-то? Эти люди пали смертью храбрых, мучениками. Мучениками они пали, потому что они были от народа. Они были лидерами. А Гурбангулы и прочие вот эти вот ставленники, это московские ставленники. Москва специально делает так, чтобы они воровали, чтобы они давили на народы. Вот и все, вся история. Я извиняюсь. Когда говорят это, приводят этот довод, я говорю, слушайте, посмотрите на Монголию. Вот любят пугать монголами, татарами, игом
что Москва — это орда. Если бы знали люди историю, они бы такую чушь не говорили. В Орде, я извиняюсь, когда избирали, хан избирался и опирался на 4 клана. 4 клана крупных. И он не мог править, условно говоря, в какой-то такой деспотии. Не мог, потому что было сильное воинское сословие, кланы вот эти, Ширин, Барын, Кыпчак, Аргын. Попробуй что-то сделать. Это они меняли как раз-таки ханов туда и сюда. Историю Казанского ханства хотя бы почитайте. Крымского ханства. Почитайте, да? Это достаточно. В Монголии сейчас, которую они там последними словами обзывают, каждый раз сменяется президент. Каждый раз сменяется. Огромное количество релокантов уехало в Монголию, и там обрели подлинную свободу. Увидели, что такое свобода. И вот там был скандал с каким-то углем совсем недавно, в конце года, если помните. Там посчитали, что правительство своровали деньги, выделенные на уголь. Так там монголы поднялись так, что ворвались в здание правительства и чуть ли там всех не вынесли, так сказать, ногами вперед. Вот. Но нас пугают страшными деспотами, значит, татарскими, золотоордынскими, монгольскими порядками. Да если бы они были, эти порядки, мы бы жили припеваючи. Московская модель – это модель Ивана Грозного. Какое она отношение имеет к Орде? Никакого отношения не имеет к Орде вообще в чистом виде. Татарстанда сайлаулар ничек уза? Сез бу сайлауларга ышанасызмы? Дәүләт думасына Морозов ничек сайланды? Юк, әлбәттә, мин хәзерге вакытта ул сайлауларга ышанмыйм. Дәүләт думасына Морозов та ничек сайлаганын аңлашыла. Морозов кем икәнен дә сез беләсез, миннән дә яхшырак бәлки. Хәзерге вакытта Русиядә сайлау юк. Сайлау институты була алмый. Диктатурада, гомумән, хәзерге диктатура вакытында сайлаулар була алмый, гомумән. Татар милли мәктәпләре өчен БДИ бирү Татарстан өчен булырмы? Ну, хәзерге шартларда мөмкин түгел, әлбәттә. Яңа бәйсез Татарстанда әлбәттә булачак. Руслан әфәнде, Афганистан татарларымыз турында бер ни дә белмим. Ни аларның тарихы? Алар Үзбәкстан ва Таҗикстан татарларынданмы? Юк, алар Алтын Урда чорыннан калган, ягъни ул урта гасыр татарлары. Аларның үз аңнары, милли үз аңнары сакланган. Әлбәттә, диннәре сакланган. Аларның санын хәзер төгәл әйтеп булмый, но 2 миллионнан алып 3 миллионга кадәр диләр алар үзләре. Хәзерге вакытта алар татар милләтен конституцияга кертү өчен эш алып бара. Аларның вәкилләре, алар бик актив, татар телен өйрәнергә, татар тарихын өйрәнергә дигән ният белән алар хәтта Татарстанга, Татарстан җитәкчелегенә дә чыктылар. Менә сезгә яхшы бер мисал. Афганистан татарлары. Менә бәлки бу яңа импульс, пассионарлык көч. Менә бәлки алардан ниндер яңа өмет, яңа импульс киләчәк. Чөнки алар үз татарлыгын җуймаганнар, саклап калганнар. Аларның шартларын сез үзегез дә беләсез. 100 елдан артык сугыш, талау, сугыш, әмма дә ләкин алар менә күрәсең. Затлы татарның вәкилләре буларак үзләрен саклап кала алганнар. Ну, шуның белән җитәр дип уйлыйм, кадерле дуслар. Я думаю, что на этом мы можем остановиться. Спасибо, что вот на этом первом нашем стриме вы были. У нас будут и следующие стримы. Башка стримнарда булачак инде. Рафи сабыйлар да актив катнашырга телиләр, шуңа күрә тиз арада аларын да чыгарачакбыз. Следите за всеми анонсами. Читтә калмагыз. Бергә көрәштә яшәсен милләт, яшәсен татар, яшәсен безнең